Главный финансовый документ Коми на ближайшую трехлетку принят. Парламентарии поддержали республиканский бюджет на прошедшем заседании Госсовета. Депутаты отметили социальную ориентированность бюджета, несмотря на дефицит почти в 11 миллиардов рублей. Как подчеркнул глава Коми Владимир Уйба, региону удалось стабилизировать финансовую обстановку и вернуться к допандемийным показателям. Прогнозируется ли увеличение доходов в обозримом будущем и на какие сферы дополнительно выделили 5 миллиардов рублей, расскажет Наталья Юрина. Одно из важных заседаний сессии депутаты рассматривают актуальный вопрос, определяющий будущее Коми на 3 года. Главный финансовый документ республики в этом году принимали больше часа. Из 28 депутатов в зале половину взяли слово. Некоторые дважды. Озабоченность понятна. Согласно проекту бюджета, в 2022 году уровень доходов отстает от трат почти на 11 миллиардов рублей. Он прошел тщательную процедуру подготовки через 17 государственных региональных программ, которые мы рассмотрели в течение 1,5 месяца. Все цифры выверены, окончательное согласование вот этих цифр произошло на согласительной комиссии. Надеемся, что бюджет будет служить прежде всего интересам жителей Республики Коми. Из федеральной казны республика в 2022 получит 13,5 миллиардов рублей. Всего в бюджет Коми поступит 87 миллиардов рублей через год, на 3,5 миллиарда рублей больше. К 2024 доходы прогнозируются на уровне 92 миллиардов рублей. При этом рост вливаний обусловлен увеличением налогов от организаций. В большей мере это налог на прибыль от компаний из сферы промышленности. Налог на прибыль организации запланирован в следующих объемах. На 2022 год 23,7 миллиардов рублей, на 2023 год 24,5 миллиарда рублей, на 2024 год почти 25 миллиардов рублей. В прогнозе налога на прибыль доля поступления от наиболее крупных плательщиков в разрезе отраслей промышленности составляет: нефтяная порядка 34%, газовая более 9%, угольная более 18%, лесная и деревообрабатывающая порядка 16%. Объем средств, которые вложит правительство в строительство различных объектов, составит почти 5 миллиардов рублей. Бюджетные инвестиции на 3 года оцениваются почти в 17,5 миллиардов. Деньги направят в основном на социальные объекты и здравоохранение. В сумме расходы в 2022 году составят почти 98 миллиардов рублей. На медицину направят примерно 17 миллиардов рублей, на развитие культуры около 3 миллиардов рублей, на спорт заложили без малого миллиард. Дорожный фонд увеличится до 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Это лишь малая часть. После рассмотрения проекта бюджета в Госсовете в начале ноября парламентарии совместно с правительством Коми приняли решение увеличить статью расходов в 2022 на 5 миллиардов рублей. Мы будем вкладывать в развитие республики в очередном году дополнительно, предусмотрев более миллиарда на развитие экономики, более миллиарда на увеличение зарплат педагогам и укрепление материальной базы учреждений в сфере образования. Также увеличится поддержка сельского хозяйства, здравоохранения и других важных отраслей. Это инвестиции в будущее. Как отметили парламентарии, рассматриваемый бюджет социально ориентированный, и большая часть расходов идет на жизненно важные и необходимые сферы. Благодаря увеличению расходов реализуют новый закон о материальной помощи районам на сферу образования. Пересчитали нормативы, поддержали программы. Не первый раз правительство Коми выделяет деньги на безопасность учреждений. В этом году на капитальный и текущий ремонт, обеспечение комплексной безопасности направили около 800 миллионов рублей. В том числе по поручению главы Республики Коми 580 миллионов рублей выделили на подготовку 672 образовательных организаций к новому учебному году. В следующем году, как отметил Владимир Уйба, работа в этом направлении продолжится. Укрепление материально-технической базы, создание безопасных условий в образовательных организациях из года в год мы это повышаем, потому что школы не все у нас новые, далеко, да, они ветшают, и их нужно приводить и содержать в нормативном состоянии, чтобы они были безопасны для наших детей. Также дополнительные выделенные средства пойдут на сертификаты для приобретения жилья детям-сиротам, ремонт жилья детям войны, на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим компаниям из-за льготных тарифов. Продолжится модернизация котельных, увеличит в разы финансирование программы «Народный бюджет». Теперь под общественные проекты каждый год будут отдавать рекордную сумму – по 400 миллионов рублей. Подрастет финансирование и на закупку льготных лекарств. У людей должна быть жесткая уверенность, твердая уверенность, что его республика полностью обеспечит по льготным медикаментам. Так вот, мы дополнительно выделяем 250 миллионов ежегодно, у нас просто рвало на эту сумму,
недостаточные средства. А всего у нас в итоге на 2022 год 1,7 миллиарда. Это сумма, которой мы полностью закрываем льготные медикаменты. Большая часть выделенных средств рассматривается как платформа для дальнейшего развития республики. Все, что мы сегодня предложили депутатам Госсовета поддержать, это развитие. То есть мы действительно идем с дефицитом, но мы его рассчитываем, мы этот дефицит просчитываем именно потому, что мы видим создание новых рабочих мест. Я об этом сейчас скажу. Да, откуда он возьмется? Вот мы заложили 1,040 миллиарда как раз на развитие экономики. 1,040 миллиарда. А что нам даст 1,040 миллиарда, вот вложив? А он нам даст приток 58 миллиардов. После бурных обсуждений расходов и доходов госдолга бюджета депутаты большинством количества голосов принимают решение бюджет Коми на ближайшую трехлетку поддержать. Также на заседании Госсовета парламентарии, согласно федеральной повестке, упразднили Конституционный суд Коми, ввели новый институт наказов избирателей, продлили льготы на капремонт для одиноких пенсионеров старше 70 лет. Наталья Юрьевна, Павел Лямин, телеканал Юрган.